Вот вам еще одна интересная группа. Верующие люди. Они по-настоящему верят в то, что какой-то парень, сидя на небесах, создал мужчину и женщину, поместил их в чудесный красоты сад и, конечно же, потом вышвырнул их оттуда. И этот парень любит всех и вся, между прочим. Он вышвырнул их из прекрасного сада, и теперь, когда он смотрит на землю, ему не нравится, как идут дела. Поэтому он насылает бубонную чуму, от которой погибает половина населения планеты. И если вы не следуете его учениям, вы будете вечно гореть в аду. Он психованный, что ли? Человек создал Бога по своему собственному подобию. Сопляк, который злится и создает наводнение, это не Бог. Это попытка человека понять, как устроен мир. Взглянув на небо, просто скажите: «Я не знаю, откуда все это». И не сочиняйте небылицы. Удивительно, что люди верят в это. Как-то ко мне подошел молодой человек и сказал: «Жак, вы пытаетесь сделать мир лучше». А я ответил: «Это не я хочу улучшить мир, это мир требует улучшений». На что он мне сказал: «Мое царство на небесах». А я ответил: «Вы помните молитву Господню? Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Там нет бизнеса, там нет частной собственности, там нет денег. И это слова Иисуса, не я их придумал. Я не верующий, кстати. А этот верующий парень ни черта не понял из того, что прочитал в Библии. Когда на пути у евреев встретилось Красное море, Моисей поднял свой посох, и воды расступились, чтобы они смогли перейти на другую сторону. Вообще-то Бог смог бы перенести их туда и не разделяя воды. У ангелов есть крылья, но вот если бы они летали без крыльев, вот тогда это было бы по-настоящему удивительно. Люди так глупы, они даже не знают, как создать Бога.